Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: мужчина на пороге. Кто и для чего идет в вашу жизнь? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песок, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух загадайте на нового мужчину. Ну и обязательно спросите, кто он и для чего он идет в вашу жизнь. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на нового мужчину, который идет в вашу жизнь. Так, мужчина вышел очень необычный. Сразу говорю, очень необычный человек. В вашу жизнь идет очень артистичный человек. Он по натуре, знаете, вот какой-то такой веселый артист, шутник. Тут и шаржи могут быть. Он может петь, он может танцевать, он может быть, я не знаю, каким-нибудь там блогером, ютубером, тиктокером. То есть человек на свой возраст, он слишком активный, я бы даже сказала гиперактивный. Человек, кстати, может заниматься и спортом, и какие-то у него хобби, увлечения могут быть всякого такого, знаете, разного. Тут два колеса выходят. То есть либо у него мотоцикл, либо велосипед, либо может быть там скутер какой-нибудь, может быть там сегвей у него. То есть человек очень активный по жизни, человек интересный. Это человек, он не по годам, вот не по годам он живет. То есть он может быть в возрасте, да, но как парень молодой, да, то есть там как 18 лет как будто бы ему. Очень веселый, очень жизнерадостный и очень улыбчивый человек. С этим человеком вы никогда не заскучаете, но с этим человеком у вас всегда будет вопрос: дорогой, а сколько тебе лет, да? Почему ты все время играешь в мальчика? То есть прям такое, вот знаете, мальчик и все. Мальчик-побегайчик. Человек больше сосредоточен на радостях жизни, чем на, например, комфорте, чем на каких-то серьезных, там, ну, я не знаю, там, работа, карьера, жилье хорошее, там, машина хорошая. Это для него второстепенно. Ему самое главное — это кайфовать, получать удовольствие от жизни, быть таким легким, активным везде, вот, да, чтобы у него не было барьеров. Скорее всего, и деньги, которые он зарабатывает, в основном он спускает именно на свои хотелочки, на свои какие-то увлечения, на свои желания. Знаете, человек будет вас восхищать, да, как он живет, ну вот, да, вот его не по возрасту активность, то, как он думает, какие мысли у него есть, даже философские, может быть, кстати, человек может увлекаться какими-нибудь неординарными течениями в психологии, может быть, там йога, тантрическая йога. То есть он вас будет поражать и удивлять. Это человек-путешественник. Он путешествует либо по местности, где вы находитесь, либо он объехал, ну, извините, полмира. Человек невероятно интересный собеседник. Он настолько может преподать информацию, что вы просто вот обалдеете. Разговоры все будут похожи на гипноз, что он вас гипнотизирует. Знаете, тут даже непонятно, что произойдет. То ли влюбитесь, то ли будет желание приобщиться к вот этой субкультуре, приобщиться к такой энергетике, какой-то вот прям молодой, яркой, через край. То есть вы, девушка, вот простите, да, я сейчас просто вас немножечко опишу. Я вижу перед собой очень серьезную девушку, у которой есть цели, у которой есть планки, которая идет, может быть, не спешит, но планомерно идет к тому, чтобы ее мечты, планы, цели осуществлялись. Вы никогда не станете там в свое удовольствие что-то делать, да, для вас прежде всего дело, работа, обязанность, а потом уже вы можете там что-то и для удовольствия сделать. Вы экономная, вы не расточительная, так что вот прям пошла, там понравилась мне какая-нибудь
не знаю, там, что может быть, сумочка, да, все деньги на эту сумочку отдала. Нет, вы подумаете, да, что вот мне нужно, кроме сумочки, еще там сапожки, мне нужно то-то-то. То есть вы, продуманная, да, продуманная в хорошем смысле этого слова. А мужчина нет, этот мужчина праздник, это мужчина однодневка, да, то есть у него философия такая: живу здесь и сейчас, значит, нужно получать удовольствие здесь и сейчас. Жизнь, она скоротечна, когда закончится, мы не знаем, поэтому живи как будто бы каждый день последний. То есть такая вот у него даже может быть философия. Честно, вам очень приятно будет общаться с этим человеком. С тем человеком вы будете чувствовать, что вы тоже и молодеете, но не в плане вот возраста, да, а в плане ощущения мира. Потому что есть девочки, извините меня, и 17 лет, а у нее же там планы такие грандиозные, конкретные, она там за книжками сидит, зубрит, чтобы у нее будущее было, да. Нет, вот здесь обратный подход, здесь акуна матата, да, живи здесь и сейчас, наслаждайся жизнью, enjoy. Вот такой момент идет. Вам тоже захочется, но это будет как соблазн. Извините, это будет соблазн, это будет как наваждение. Возможно, здесь у кого-то и романчик закрутится, а у кого-то просто вот такое дружеское общение пойдет. Но что бы ни происходило между вами, этот человек поменяет вашу жизнь, не только вашу жизнь, но и отношение к жизни. Этот человек достаточно... знаете, он как будто бы инопланетянин, как будто бы прилетел из другой планеты. Человек вас полюбит так, как может, так, как умеет. Он не будет за вами стелиться ковриком, да, и не будет под вашей дверью спать. Но он будет пытаться сделать вас лучше. Здесь могут быть какие-то целебные массажи, разговоры, поездки, какие-то, может быть, даже посвящения. То есть этот человек попытается вас прокачать. Как бы, знаете, он будет всегда видеть ваши зажимы. Вы, кстати, очень зажатая, да? То есть вы себя вот какую-то в доспехи какие-то вы себя вогнали, да, и ваши движения, они немножечко такие вот, как у робота, да, то есть вы не свободны, вы не плавно движетесь. А этот человек будет пытаться вас расслабить, он будет пытаться вас показать вам другую грань этой жизни, этого мира, наслаждаться там красотой, не знаю, там может быть какое-то там веганское питание, он такой, может быть, жестник какой-то. То есть здесь вы просто приобщитесь к совершенно другому миру. То есть познаете другую сторону жизни, да, со всеми ее прелестями, со всеми ее необычностями, экзотика. Вот этот мужчина, вот правильное слово, да, он очень будет экзотичный по отношению, вернее, к вашему восприятию. То есть для вас это вы привыкли к мужчинам серьезным, стабильным, брутальным, не знаю, там продуманным, пытающихся состояться, там, для которых там деньги, статус, машины. Для них вот это важно. А для этого человека важно хорошее настроение, позитивное здоровье, не только тела, но и души. То есть очень необычный человек. Вам с ним по пути ровно там буквально у кого-то месяц, у кого-то, извините, полгода, не больше. Здесь идет наваждение, а потом идет пробуждение. Как бы сильно он бы вам не понравился, какая бы влюбленность была, но человек этот не ваш. Вы его не сможете полюбить так, как хотелось бы. Да? А почему? Потому что не он, это не ваша судьба и не ваша половинка. То есть, да, это разнообразие, да, может быть, это какой-то новый опыт, новые знания, новые возможности, но не ваша, вы не такая, вы не сможете питаться солнечной энергетикой, вы не сможете жить где-нибудь, я не знаю, в палатке на берегу моря, нет. Вы девушка класса люкс, то есть вам нужны условия, вам нужно, чтобы мужчинка старался, чтобы он вкладывался, чтобы у вас был хороший дом, чтобы у вас были красивые, здоровые дети, в хорошей одежде, в добротной одежде, чтобы учились они в хорошей школе, чтобы вы могли позволить там и уроки музыки. То есть, понимаете, вы прагматичная, и в этом контексте прагматичность это как плюс звучит, да, то есть вы не переедете за любимым там в тайгу и не будете там, не знаю, питаться травками. Нет, это не ваш случай, не ваш вариант. Да, это может быть с вами, но в качестве какого-то наваждения, из которого вы быстро выйдете. Ваш ум, он не такой, и душа ваша не такая. Поэтому, милые, мужчина идет легкий, мужчина идет тот, который научит вас, может быть, каким-то техникам, как-то расслабляться научит. То есть он не идет просто так, он вас идет научить каким-то другим
другим граням, да, показать другие грани в жизни, научить каким-то, может быть, техникам, возможности какие-то для вас открыть, но не более того. А что будет дальше в ваших отношениях? Ну, вы зажигаете с ним, да, подружите, пообщаетесь, полюбитесь, а потом вы расходитесь. Этого человека поманит дорога. Вот как ни крути, его поманит дорога, он в один момент скажет, что, знаешь, я там на Тибет собрался, да, либо я там на Гоа еду, либо еще куда-нибудь я еду просветляться, поехали со мной. А вы скажете, ты что, белины объелся, у меня же работа, у меня же карьера, какая же там поездка для меня. И так вы с ним и попрощаетесь. Я не вижу сожалений с вашей стороны, просто для вас вот в тот момент откроется, да, насколько этот человек просто, ну, неземной, да, как будто бы он по земле не ходит, а над ней парит. А вы скажете, что ты, конечно, классный, ты, конечно, необычный, ты весь такой эфирный, но мне, пожалуйста, подавайте мужчину из плоти, из крови, с которым бы я выстраивала отношения. Мало того, тут еще такая другая ситуация идет, что у многих-то отыграется, что у вас к этому времени еще один мужчина появится, и появится именно тот, который, как говорится, из крови и плоти, да, который будет вас, ну, вдохновлять на то, чтобы создать семью, на то, чтобы, ну, я не знаю, там комфорт, условия, прогресс в жизни какой-то был, и вы будете склонны именно к другому мужчину. Здесь расставание очень идет такое, знаете, легкое. Вот легко вы расстанетесь, прям сожалений не будет. Единственное, что где-то когда-то будет не хватать той легкости, да, которая была у этого человека. Но, мои милые, человек идет вас научить. Расслабьтесь, примите все уроки, насладитесь этим общением. Оно очень короткое будет. Это вот в размерах, да, в рамках жизни очень короткое общение идет. Поэтому наслаждайтесь, получайте по максимуму удовольствия. Понимайте, что этот мужчина именно идет вот один из, например, учителей. Учителей вот по жизни, да, который вас чему-то хорошему научит. Наслаждайтесь, все, enjoy, это мужчина именно для этого создан, не для чего более. Я даже больше не хочу тут заострять внимание, потому что и сказать-то тут особо, ну, одно и то же идет, да. Мужчина классный, мужчина красивый, мужчина с какими-то необычными точенными чертами лица, но это не ваш вариант, не ваш мужчина. Так что, мои дорогие, принимайте, берите самое лучшее, ну и отпускайте. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.